провести хорошее профилактическое мероприятие, нам нужна большая аудитория, желательно в возрастной категории рабочего класса. Потому что, как показывает статистика, воздействию мошенников подвергается именно рабочий класс. То есть это молодые люди от 30 до 60 лет. Самый главный совет, чтобы обезопасить себя в сети интернета, не общаться с незнакомцами. Ну и, конечно же, обезопасить себя таким образом можно и от телефонных мошенников тоже. То есть не поднимайте трубку, когда вам звонят с незнакомого номера. Когда вам звонит знакомый человек, который хочет обратиться к вам с какой-либо просьбой, да, это реальный человек, не мошенник, он напишет вам в WhatsApp. И в любом случае он найдет какой-то способ, чтобы выйти на вас через знакомых вам лиц и так далее. Да? А мошенники, они просто звонят. И если вы поднимаете трубку, отвечаете на телефон, то есть они уже вас отмечают в своей базе данных как человек, готовый к диалогу с человеком, который звонит с незнакомого номера. И потом передают дальше ваш уже номер телефона, уже дальше по цепочке. И дальше уже начинают вас обрабатывать по вашему аккаунту в социальной сети, допустим, да, потому что все равно мы оставляем цифровые следы, они могут по нашему номеру телефона узнать наше имя, отчество, фамилию подобрать они тоже, в принципе, могут, да, они могут ввести и просто сопоставить. И даже просто позвонить и обратиться к вам по имени, отчеству, и человека уже это подкупает, и человек начинает думать, раз он знает меня по имени, отчеству, значит, он либо мне знакомый, либо мы где-то с ним встречались, либо у него есть мои данные, поэтому он мне, возможно, чем-то может быть полезен. А мошенники часто категорически никогда не бывают полезными. Они всегда бесполезны, и всегда общение с ними оборачивается только потерей для нас. Некоторые люди не переживают эти потери. Некоторые семьи распадаются из-за таких потерь. И это очень страшно на самом деле. В прошлом году мы отдали почти 1 миллиард мошенникам. Это огромная сумма, огромная сумма. Это даже, не знаю, по всей России мы как регион, наверное, в топе у мошенников. Потому что они используют социальную инженерию, как раз те методы, которые подкупают человека. Они подстраиваются под голос, они подстраиваются под ситуацию, то есть они могут подстроиться даже под обстоятельства, какие-то некоторые обстоятельства. Если вдруг им удается выяснить вашу личность, узнать ваш круг общения, где вы живете, где вы работаете и так далее, они могут создать такой некий ваш образ для себя. И если вы выкладываете в социальные сети, допустим, фотографии своих детей, своего мужа, то есть они уже знают, что у вас есть дети, у вас есть муж, и они знают ваше место работы, и могут спокойно сопоставить ваш образ и уже манипулировать вами через ваших детей, через ваших близких и так далее. То есть здесь, когда человек понимает, что он стал жертвой мошенников, он начинает в первую очередь не осуждать себя, не принимает свою ответственность, он начинает искать третьих лиц, которые виноваты в этом. Они приходят, начинают предъявлять в полицию, найдите. Они начинают обвинять банк, почему дали этот кредит, почему вы не остановили и так далее. Хотя в последнее время даже сотрудники коммерческих банков, они останавливают клиентов, которых замечают у банкомата, который проводит длительное время. И сотрудники банков останавливают этих клиентов и говорят им, что вы являетесь жертвой мошенников, с вами разговаривает мошенник, прекратите операцию, не делайте ничего, не делайте никаких переводов. Таких случаев в начале этого года, за последние 3 месяца было 2, когда сотрудники банков останавливали своих клиентов вот так и помогали им избежать участи жертвы мошенников. И чтобы не стать жертвой мошенников, нужно защитить свой аккаунт, нужно сделать его безопасным, нужно закрыть его, чтобы он не был общедоступным, например, да, чтобы не получили доступ к нашему мобильному банку, не светите свой номер телефона, где попало. Если вы размещаете объявления в агрегаторах, где продают вещи, да, там Юла, Доска и так далее, то купите, не поленитесь, сходите, купите другую симку, которую вы потом закроете, когда вы продадите эту вещь. Например, чтобы продавать недвижимость, используйте услуги риэлторов. То есть именно специализированных людей, которым
в принципе, могут делать свою работу очень качественно. И вы обезопасите себя от этого. Потому что, ну, зачем кому-то знать, что вы продаете там гараж, квартиру, машину, неважно, да? Это можно делать через посредников и уже иметь дело с профессионалами своего дела, которые работают с этим и обезопасить себя от общения с мошенниками теми же. Вот так.